25 лет назад свершилась революция. Овечка Долли, первая млекопитающее, клонированное из неполовой клетки, взбудоражило общество. Будут последствия моральные и этические. Государства должны урегулировать вопросы клонирования. Этично или нет создание копий уже мертвого существа. Но вот такие клоны уже продолжают свой род естественным образом. Его мама – первый клон верблюда. И теперь мы знаем, что такие клоны способны давать потомство. Возникали и побочные эффекты. Вот почему один из пионеров ГМО Рудольф Яниш – ярый противник клонирования человека. Фенотип клона отражает накапливающиеся ошибки в генах, поэтому клоны нередко страдают от генетических заболеваний. Долли в этом смысле яркий пример. Она выжила, но была явно нездорова и умерла намного раньше обычного. Проблему отчасти решили. Первая кошка-клон Copycat счастливо прожила внушительные 19 лет, а с появлением первого клона обезьяны стало понятно, что до копирования человека один шаг. В одних странах запретили клонирование, в других разрешили только до эмбриональной стадии в научных целях. У некоторых нет четкого закона, но пока я не знаю страну, способную клонировать человека, где это не было бы запрещено. Но есть и менее спорные направления исследований. Жеребенок, клонированный из замороженных на 40 лет клеток лошади Пржевальского, доказал реальность сохранения исчезающих видов. А как насчет уже вымерших? Клонирование мамонта является одной единой мечтой для всех биотехнологов мира. Совместный с Кореей проект воссоздания мамонта в стадии поиска. Нужна неповрежденная клетка, способная делиться. Материала из вечной мерзлоты много, и ученые верят, что рано или поздно чудо случится. А пока воссоздают других животных. Якутская охотничья лайка, порода, которую чуть было мы не потеряли. Она, получается, она не мама и не папа. Это точная копия моего щенка. Сейчас щенку почти 5 лет. Живет счастливой собачьей жизнью. Ходит на охоту и вносит посильный вклад в восстановление породы. Здоровье у нее очень хорошее. Она рожала 2 раза. Есть потомство. Но клонирование уже давно не только воссоздание уникальных животных. Оно становится на поток. То, что не вполне укладывается в голове, помещается в контейнер с жидким азотом. 430 клонов. Это сделали вы? Сделали копию того, что сделала природа. 5 клонов уже родились. Марта, кто ходить научился только что. Давай, давай. Молодец, молодец. Марта и Квитка – точные копии лучшей в стаде коровы. Сами убедитесь. Пятнышко на шее, маска на лице, пятнышко. Здесь мы видим все полностью идентично. Здесь разработали технологию, собственное оборудование, программы, отслеживающие, правильно ли делятся клетки. Мы можем оценить, насколько корректно или некорректно происходит деление, насколько корректно или некорректно происходит формирование этого самого эмбриона. Но зачем с такими сложностями делать то, что и так может каждая буренка? Это некое чудо природы или чудо селекции. Если этим занимаются селекционеры, это десятилетия. Клонирование позволяет получить точную копию, генетическую копию этого животного в одном поколении. То, что 20 лет назад было чудом, стало чем-то почти прозаическим. Не ожившие динозавры, а сельхозживотные. Не армия клонов, а лечение болезней. Но, пожалуй, это и к лучшему. Алексей Квашенкин, Павел Морозов, Юлия Соболева, Ольга Гудкова, Андрей Зубкевич и Роман Кутуков. Телекомпания НТВ.